Главное мероприятие, приуроченное к столетию Ингушетии, состоится уже завтра. В мероприятии будут задействованы лучшие творческие коллективы не только нашей республики, но и всего Северного Кавказа, Южного федерального округа и ближнего зарубежья. Программа состоит из двух частей – театрализованная и торжественная. Первая представляет собой рассказ об историческом становлении Ингушетии. Само же мероприятие носит патриотический характер. Этот год ознаменован празднованием столетия образования Республики Ингушетия. Об этом все в республике хорошо проинформированы. Этот вопрос был рассмотрен на самом высоком уровне и указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в декабре 2023 года был подписан указ о праздновании столетия образования Республики Ингушетия. В этой связи также необходимо напомнить, из президентского фонда на проведение культурных мероприятий в течение 2024 года были выделены специальные денежные средства, финансовые средства. В течение этого года, согласно республиканскому плану мероприятий, большая часть этих мероприятий успешно реализована. И главное мероприятие, которое состоится 28 сентября на площади имени Дьякова в городе Сонжа, это торжественное мероприятие, посвященное юбилейной дате. И в данном мероприятии будут задействованы лучшие творческие силы и нашей республики, и Северного Кавказа, Южного федерального округа, и ближнего зарубежья. Программа мероприятия состоит из двух частей. Первая часть театрализованная, она больше основана на историческом прошлом. Само мероприятие носит такой патриотический характер. Мы делали акцент на таком важном для нашей страны, для нашей республики понятии, как духовно-нравственные ценности. По поручению президента до 2030 года продлены программы «Земский учитель», «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В 2025 году также будет запущена новая программа «Земский работник культуры». В Ингушетии за весь период реализации госпрограммы «Земский доктор» нацпроекта здравоохранения в медицинские организации республики было трудоустроено 343 человека. За 4 года в школы сельских поселений трудоустроено 22 педагога. Регионы будут освобождены от погашения в 2024 году 2/3 реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам. Согласно постановлению правительства, указанная задолженность списывается в 2025 году. Решение принято по указанию президента Владимира Путина. Михаил Мишустин, представляя отчет о работе правительства в Госдуме, уточнил, что списание задолженности с возможностью направлять высвободившиеся средства на реализацию крупных проектов поможет регионам решить инфраструктурные задачи, в том числе по строительству, обновлению коммунальных сетей, газификации и прокладке транспортных магистралей. Законопроект, повышающий качество, содержательность и безопасность детского отдыха, внесен в Государственную Думу. Согласно законопроекту, организация процесса воспитания детей в игровой и одновременно позитивно-содержательной форме должна проводиться в соответствии с программой воспитательной работы и предусматривать разработку календарного плана. При этом в календарных планах должны быть предусмотрены родительские дни, знакомство детей с произведениями искусства и художественной литературы в соотнесении с российскими духовно-нравственными ценностями. Законопроекты о пресечении незаконной миграции планируется внести в Госдуму во вторник, а рассмотрены они могут быть уже в октябре. Предлагается отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, если она совершается организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации. Особая ответственность устанавливается для должностных лиц, совершающих преступления, связанные с незаконной миграцией. Также особое внимание уделено фиктивной регистрации и постановке на учет иностранных граждан.
Банки заблокировали 30 тысяч подозрительных счетов в первый день работы нового закона о возврате клиентам украденных средств. С 25 июля российские банки начали по новой схеме возвращать своим клиентам украденные мошенниками деньги. В ряде случаев банки в течение 30 дней будут обязаны вернуть клиентам полную стоимость похищенных средств. Это произойдет, если банком был допущен перевод денег на мошеннический счет, который находился в специальной базе Центробанка, или банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода, который был выполнен без согласия клиента. Кроме того, банк обязан вернуть средства, если клиент уведомил о потере банковской карты. В Госдуме предложили сокращать срок осужденным в тюрьмах за прочитанные ими книги. Автор инициативы, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, отметил, что данная инициатива может способствовать исправлению и ресоциализации осужденных. Он отметил, что указанная практика активно используется в разных странах мира, например, в Казахстане и Бразилии. По мнению вице-спикера, в указанный список литературы могут войти книги русских писателей, например, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Воскресенье» Льва Толстого и «На дне» Максима Горького.